В Доме происходят выборы. Значит, за каждым избирательным участком назначается определенное со стороны администрации лицо, которое формирует фактически эту избирательную комиссию. Вот я, значит, в 9-м участке избирательном был членом комиссии права решающего голоса. Значит, председатель комиссии — это подруга, непосредственно представитель администрации. Ее дочь, значит, является зампредседателем, муж является членом комиссии, и все вот остальные члены или друзья, или подруги, вот непосредственно, вот, так сказать, это смотрящие, так я называю. Вот. Ну что сделали? Когда люди ведь идут, голосуют, несут, считают, что от них что-то зависит, есть право выбора. Но, к сожалению, вот эти государственные преступники, как я их называю, больше никак нельзя назвать, они нас, вот, людей, которые пришли проголосовали, используют в качестве статистов просто тех людей, которые бюллетени положили в избирательный ящик. Дальше что? Значит, 10 часов 45 минут. Бюллетени разложены уже по папкам. Вдруг, значит, председатель комиссии говорит: вы знаете, вот поступило, значит, распоряжение с территориальной избирательной комиссии, что выборы, значит, надо приостановить, там что-то произошло такое. Пожалуйста, выйдите из помещения, значит, вот пойдем в соседней комнате, стол накрыт, чай попьете и так далее. Ну, все, естественно, вышли, а бюллетени как остались лежать на столах. Но смысл в чем? В том, что был впоследствии свободный доступ, неконтролируемый со стороны секретаря комиссии, со стороны председателя комиссии. И впоследствии, вот я лично, когда мы уже 4 часа ничего не делали, чего ждали, кого ждали, я уж начал волноваться, давай обзванивать. Вплоть до того, что дозвонился до Центральной избирательной комиссии России, значит, туда сообщил, что вот не понимаем, что происходит, нас закрыли, может уже война даже началась. Вот. И впоследствии, когда подошли к столу, то я увидел, лежит пачка толстая вот такая избирательных бюллетеней, где одной и той же рукой за одного того же кандидата, за Качкаева, значит, сделана отметка. Я, естественно, возмутился, значит, отказался от дальнейшего подсчета, ну, там, участия в этой комиссии, написал жалобу в Республиканской избирательной комиссии Республики Башкортостан. Вот. Так что я считаю, вот как здесь говорят, фактически рыба-то гниет с головы. И за это ответственность должна лечь на плечи непосредственно главы республики. Вот. И вообще-то нужно с него спрашивать. Нам нужны законные выборы, а не так называемые честные и прозрачные. В связи с этим мы требуем отправить в отставку председателя Центральной избирательной комиссии Республики Башкортостан Хайдара Валеева, председателя Уфимской городской избирательной комиссии Геннадия Майорова. Мы требуем возвращения всего пакета акций Башнефти в собственность многонационального народа республики. В связи с этим мы требуем отправить в отставку премьер-министра Российской Федерации Дмитрия Медведева, который подписал распоряжение о поглощении госпакета акций Башнефти компании «Роснефть». Отправить в отставку главу Республики Башкортостан Рустема Хамитова. Ведь именно с его молчаливого согласия сложилась эта нездоровая ситуация вокруг нашего народного достояния. У КПРФ есть программа, которая является единственным по-настоящему эффективным путем по выводу России из кризиса. Да здравствует труд, народовластие и социализм!